Третья улица Строителей, дом номер 25, адрес, известный всей стране по культовому советскому фильму. По иронии судьбы, вынесенной в название фильма, героям картины посчастливилось встретиться исключительно благодаря типовому названию улиц, имеющихся практически во всех городах России. По устоявшейся традиции, проспекты, улицы и бульвары получают имена в честь важных социальных явлений, по географическому признаку или ради увековечивания памяти великих деятелей. Таким образом, почти в каждом городе есть своя улица Ленина или Пушкина. Но на топографической карте имеются и фамилии тех, кого подобает чтить в первую очередь жителям конкретного населенного пункта. В Сибае таких улиц почти 2 десятка. К сожалению, как обнаружили специалисты детского эколого-биологического центра, местное население плохо знает имена своих героев. Когда мы начали изучать свой город, дети рассказывали, где они живут, и я узнала, что дети плохо знают свой город. Кроме улицы, на которой они живут, остальные улицы практически не могли назвать. А ведь в нашем городе более 239 улиц, 98 названы в честь известных людей, и 17 из которых это наши земляки, в честь которых город назвал улицы. И мне захотелось, чтобы наши дети знали больше информации про наш город, гордились им, и чтобы память о земляках, живущих в нашем, которые трудились в нашем городе, она не исчезла, а сохранилась. В рамках организованной акции «Я патриот», проходящей при участии воспитанников ДБЦ, была собрана информация обо всех видных местных деятелях, в честь кого названы городские улицы. Эти данные оформили в специальные таблички и разместили в общественном транспорте и на остановочных комплексах Сибая. Большая часть таких табличек пришлась на поселок Ракаим. Там и был дан старт акции. Таблички расположены на остановках поселка и находятся на уровне глаз для того, чтобы дети, ожидая автобус, могли прочитать информацию и найти эту улицу на карте. Здесь подробная карта, отмечена красными такими треугольничками, вот, допустим, улица Мамбеткулова. Организаторы решили размещать свои заготовки на уровне глаз ребенка. Именно они являются основной целевой аудиторией проекта. Однако, как показал опрос, представленная на табличках информация будет полезна и представителям старшего поколения сибайцев. Какие улицы названы в честь наших земляков? Знаете, вообще в поселке есть улицы? Да. Вот какие? Мамбеткулова, потом еще кто-то. Алдар-Батыра, Биишева. Вам наверняка известно, в честь кого названа улица Сулейманова, да? Ну, кота Сулейманов, я даже не знаю, вот говорят, что какой-то компаньер, что ли. О, нет, даже не знаю. Батырвалитова, может. Максим Тюпышев и Есен Абдулин, воспитанники детского эколого-биологического центра, являются активными участниками акции. Они горячо заинтересовались темой и впредь не могут оставаться к ней равнодушными. Как так может быть, то что человек живет на этой улице, а сам ее не знает? Ну, даже, допустим, если люди живут на своей улице, они даже не знают, в честь кого названа эта улица, почему именно он носит имя этой улицы, за что, как бы, это, думаю, важно считать. Ну, ты живешь на этой улице, ты должен знать. Материал, полученный в ходе исследовательской работы ребят, послужил основанием для создания буклета с подробным жизнеописанием всех именитых деятелей местного значения и одной брошюры с краткой информацией. В дальнейшем планируется их растиражировать и передать всем библиотекам города. А уже сегодня воспитанники объединения «Юный флорист» с большим успехом представили свой доклад на городской конференции «По дорогам Отечества». В настоящее время итоги этого конкурса подводятся, а организаторы акции «Я патриот» призывают школы и другие организации Сибая активнее включаться в этот процесс. Каждый может внести посильный вклад в развитие нашей республики и изучение нашего прекрасного Башкирского края. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.